Высоким голосом здороваемся. Низким голосом прощаемся. И побежали. На детсадовское объявление о работе Юрий Шулятьев откликнулся, поспорив с друзьями, а в итоге задержался на 10 лет. Все это время выпускник Казанской консерватории работает музыкальным педагогом. И именно на нем в садике держатся все праздничные мероприятия и 8 марта, и 23 февраля. В 311-м Казанском детсаду Юрий Шулятьев стал первым и пока единственным мужчиной-педагогом. И если поначалу к нему относились с некоторым недоверием, теперь готовы носить на руках. Добиться таких высоких результатов в этом конкурсе, где участвовало 80 регионов, и попасть в пятнашку самых лучших, но это большой труд. Поэтому мы Юрия Александровича никому не отдадим. В этом году Юрий Шулятьев участвовал во всероссийском конкурсе «Воспитатель года» и вошел в число лучших педагогов страны. Но, признается, работает не ради дипломов и наград. Когда нет такого назидания на детей, когда все в доступной, в понятной для детей в открытой форме, дети загораются, и они тебе отвечают тем же. То есть ты получаешь энергии гораздо больше, чем тратишь. Профессиональный музыкант Юрий Шулятьев играет на фортепиано, баяне, тромбоне и гитаре. При этом родители его от музыки далеки. Отец инженер, мама бухгалтер. И если поначалу близкие пророчили ему карьеру в большом оркестре, теперь смотрят с одобрением. Но главные эксперты его таланта все же дети. Юрий Александрович, он любит нас, мы его тоже любим. Самое любимое – это игра с червячками. Он очень добрый, мне очень нравится с ним заниматься и играть. Гусеница к нам пришла, чтобы поиграть. За время работы в садике Юрий Шулятьев издал уже несколько профессиональных сборников для своих коллег. В них авторские игры и песни. Делиться творчеством, говорит, не жалко. И если таких, как он, педагогов-мужчин в дошкольных учреждениях будет больше, уверен, все только выиграют. Любить музыку и отдаваться всем сердцем детям – разве это не мужская профессия? Юлия Гогрева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.